В эфире телеканала «Якутия-24» актуальное интервью. Сегодня исполняется 100 лет со дня образования якутской полиции. В этот день, 10 июля 1918 года, исполком Якутского совета рабочих депутатов постановил: товарищ Гладунов, Парюков и Свидерский утверждаются в коллегии по управлению милицией, охрана города Якутска. И поручается им срочно организовать милицию. И если верить историческим документам, якутская милиция была организована всего за 3 дня. И сегодня мы пригласили в студию министра внутренних дел по республике Владимира Прокопенко. Владимир Николаевич, здравствуйте. Добрый день. С праздником вас поздравляю, с этим все-таки. Спасибо. Вековой юбилей – это действительно весомая дата. И вот сразу такой вопрос: какими результатами работы МВД Якутии подошло к своему этому вековому юбилею? Ну, вся работа, которая проделана Министерством внутренних дел, это, естественно, работа многотысячного коллектива. И сегодня следует отметить, что мы достойно встречаем 300-летие образования российской полиции и 100-летие образования якутской милиции. За все годы мы достигли самого лучшего результата. По нашей рейтинговой оценке ведомственной, которая введена, мы впервые заняли 16 место среди всех субъектов Российской Федерации. На сегодняшний день в Республике Саха-Якутия самый низкий уровень преступности, если брать на душу населения, как по Дальневосточному федеральному округу, так и в целом по Российской Федерации. Сегодня отрадно то, что у нас на 20% сократились тяжкие, особо тяжкие составы преступлений, на 16% сократилась уличная преступность, на 9,6% у нас сократилась подростковая преступность, на 7,6% у нас сократилось в состоянии алкогольного опьянения, и на 7% это лицами, которые ранее совершали преступления. Рецидив. Также следует отметить, что сократилась преступность по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,9%. Удельный вес раскрытых преступлений у нас увеличился. По прошлому году цифра составляла 75, в этом году у нас 79. Это довольно-таки очень высокий показатель. У нас очень высокий процент раскрытия тяжких составов преступлений. Если в прошлом году было 71%, 75% в этом. По убийствам у нас раскрываемость достигла 98%. Также увеличилось количество раскрытия мошенничества. Это очень такие составы, которые они беспокоит и нашу республику. Большое количество совершено преступлений, но мы предприняли все экстренные меры, создали специализированные группы как по следствию, так и в управлении уголовного розыска. И на сегодняшний день у нас по полугодию процент расследованных преступлений составил 40%. Это довольно-таки высокий процент. Значит, если смотреть по преступлениям в сфере экономики, по выявлению тяжких, особо тяжких составов, у нас задокументирована в этом году преступная деятельность 8 глав муниципальных образований, 1 заместителя, также 8 должностных лиц, которые были по своим должностным обязанностям связаны с распределением финансовых средств, с освоением в области градостроительства. 8 лиц тоже привлечены к уголовной ответственности. А какие направления работы полиции сегодня являются наиболее важными? Ну, на сегодняшний день следует сказать, что в принципе все направления, они очень важны, но наш регион, это кладовая, надо сказать, всей России, потому что здесь у нас сосредоточено большое количество полезных ископаемых, и основная работа у нас ведется это в сфере золотодобывающей промышленности, алмазной промышленности. Также не следует забывать, что Якутия является главным экспортером угля. Это в Индию, Японию, Китай, Южную Корею, Бразилию. И в этом направлении мы тоже
работаем, чтобы пресекать преступную деятельность. Также наша территория очень громадна, и мы работаем по северному завозу, потому что большое количество топлива завозится в летнее время, и здесь нужно смотреть, чтобы не было хищений топлива. Тоже в этом направлении мы занимаемся. А также следует отметить, что направление, которое на сегодняшний день как бы приоритетно, это в сфере незаконного оборота наркотиков. Потому что президентом озвучено, что это угроза действительно национальной безопасности России. Здесь следует отметить, что мы за этот год изъяли 32, вернее, за полугодие изъяли 32 килограмма наркотиков. Пресечена деятельность одной лаборатории, которая на территории республики производила наркотические средства, завозились прекурсоры, здесь изготавливались и распространялись на нашей территории. Здесь следует отметить, что наше подразделение УНК добросовестно сработало, и все лица изобличены, привлечены к уголовной ответственности. Вот говоря про преступления в сфере драгоценных металлов, золота, какова тенденция? Их становится меньше или увеличивается? Но здесь это же латентные виды состава преступлений, их нужно выявлять, оперативно работать. Я приведу статистику. За 4 года мы изъяли золото более чем на 500 миллиарда рублей. То есть здесь оперативные работники своевременно выявляют, проводят оперативные комбинации и производится изъятие золота, и все это возвращается в доход государства. А какие виды преступлений наиболее распространены в республике? Но здесь следует отметить, что динамика она складывается таким образом. Самое большое количество это совершается кража чужого имущества. Также много совершается преступлений против личности. То есть это, как правило, при распитии алкогольной продукции граждане перестают себя контролировать. И, как правило, самое страшное оружие в республике – это кухонный нож. И сегодня это количество преступлений в состоянии алкогольного опьянения, оно в динамике преступности занимает довольно-таки весомый процент. Какие наиболее значимые преступления были раскрыты в республике за последнее время, может быть, даже за полугодие? Ну, за полугодие здесь следует отметить, это раскрытие убийства нашего якутского знаменитого спортсмена Макарова. В течение 2 дней оперативники смогли, хотя не было никакой информации, смогли по крупицам собрать доказательственную базу, установить преступников, задержать. Я считаю, что это, сотрудники проявили здесь свой оперативный профессионализм. Также следует привести довольно-таки значимое и громкое преступление. Это хищение денежных средств с банка Алмаз-Эргиенбанка. Довольно-таки запутанная ситуация была, но наши оперативники довольно-таки четко, грамотно сработали, потому что работала межрегиональная группа с участием граждан других стран зарубежных. И в короткие сроки мы создали межрегиональную оперативно-следственную группу, совместно с Москвой отработали, и все участники изобличены, преступление раскрыто, деньги возвращены. Также следует отметить раскрытие преступления хищения денежных средств ВТБ-24, где было похищено более 260 миллионов с банка. Тоже здесь оперативники, следователи очень грамотно сработали, доказали вину. Часть преступников находится под содержанием под стражей, производится следствие, дело будет направлено в суд. Со значимым еще бы отметил, это АО «Мосэнерго» и АО Якутск, наша электростанция ГРЭС-2, где было совершено хищение 760 миллионов рублей. Тоже сейчас производится следствие. Довольно-таки очень крупный ущерб. Владимир Николаевич, а вот в этот день, да, вот опять же вековой юбилей, работу вот каких подразделений, каких служб вы бы вот особо хотели бы отметить? Ну, следует отметить, что все подразделения, они значимы. Взять батальон патрульно-постовой службы. Сотрудники несут в очень суровых климатических условиях
службу и довольно-таки на высоком уровне, потому что у нас на сегодняшний день, как я отметил в своем первоначальном выступлении, что на 16% снизилась уличная преступность. Это заслуга патрульно-постовой службы. Также уголовный розыск. Без уголовного розыска раскрывать преступления очень сложно. Оперативники – это основные, так скажем, сотрудники, которые работают оперативно, раскрывают неочевидные преступления. Следователи тоже – это следствие, венец всей работы. Дознаватели, потому что они видят судебную перспективу, заканчивают дела. Нужно собрать квалифицированную доказательственную базу, чтобы дело было рассмотрено в суде, устоялся приговор и так далее. Поэтому все подразделения, они вносят в общий результат, в общую копилку свои показатели, что благоприятно влияет на весь климат по охране общественного порядка в регионе. Ну вот сегодня также можно вспомнить и ветеранов службы, да, и, соответственно, ветеранские организации. Как-то вот они помогают сегодня, как вообще налажена с ними работа? Да, у нас действует ветеранская организация органов внутренних дел. Буквально не так давно у нас переизбран председатель. Сегодня возглавляет ветеранскую организацию Местников Василий Васильевич. Это довольно-таки молодой, энергический ветеран, который сегодня внес второе дыхание в ветеранскую организацию. На учете у нас стоит 6200 человек ветеранов, которые сегодня не только помогают в патриотическом воспитании молодежи, в наставничестве в отношении наших сотрудников, но продолжают даже раскрывать преступления. Вот всеми ветеранами за прошлый год и за вот это полугодие было раскрыто 104 преступления, выявлено порядка 300 административных правонарушений. И громкое убийство нашего сотрудника, уже ветерана, которое было в этом году, заказное убийство, значит, оно тоже на сегодняшний день было раскрыто с помощью наших ветеранов. И практически по горячим следам в течение 2 суток мы задержали 2 преступников, изъяли оружие, доказали их. Сегодня дело будет направлено в суд. Владимир Николаевич, у нас остается буквально несколько секунд. И я думаю, будет сейчас к месту, уместно поздравить ваших коллег. Да, я хочу сегодня в этот день поздравить всех с Днем образования якутской милиции, пожелать всем крепкого здоровья, нашим ветеранам всего самого наилучшего, и чтобы безопасность была на нашей территории на самом высоком уровне. Владимир Николаевич, я вас еще раз поздравляю также всех сотрудников органов внутренних дел. И напомню, это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами.